24 апреля 2025 года, четверг, в Башкортостане, ровно 9 часов утра. Это время начать нашу очередную прямую трансляцию на канале «Аспекты Башкортостан». Наши прямые трансляции – это ежедневные выпуски по утрам в будние дни, где мы обсуждаем текущие новости в республике, вокруг нее, связываем все это дело с событиями в стране и в мире, высказываем собственные суждения, по крайней мере, я это делаю в прямом эфире каждый день буквально. Ну а вы тоже делитесь своими мнениями в комментариях наших трансляций. Как в YouTube-канале «Аспектов», так и в Telegram-канале, где эти самые трансляции идут. Я, как обычно, вначале проверяю, все ли у нас в порядке с трансляцией, и вроде бы на сегодня наблюдаю порядок. И это замечательно. Не будем, значит, мы с вами, как вчера, начинать по нескольку раз заново. Я думаю, что такие проблемы вполне себе возможны, но мы должны делать все, чтобы они не повторялись раз за разом, что мы и сделали. Аспекты и чашка кофе – хорошая причина сделать перерыв на работе, пишет пользователь «Ведомости Башкортостана». И у этого пользователя спрашивают: вы уже работаете? Именно это я и тоже хочу сделать. Ведь рано, по башкортостанскому времени даже рано, я уже не говорю о том времени, в котором я нахожусь. Впрочем, времена такие, что многие замечательные и достойные уроженцы нашей родной республики могут находиться где угодно совершенно в мире. Поэтому удивляться не приходится. В этом смысле, кстати говоря, попрошу, в том числе и тех зрителей, кто нас смотрит за пределами России, делиться с другими такими же ссылками на наши эфиры для того, чтобы привлечь внимание других наших соотечественников, находящихся в эмиграции. Я с удивлением замечаю, что иногда, когда, отвечая на вопрос земляков о том, кто я и чем занимаюсь, и такие бывают, знаете ли, люди удивляются, что мы есть, что мы существуем, заинтересовываются и просят показать, рассказать более подробно. Вот. Это чаще всего касается, конечно, представителей более ранних волн эмиграции. Но эти люди так или иначе тоже помнят свою родину, сопереживают, скучают и зачастую понимают, что сейчас все катится совершенно не в ту сторону. Даже если сами были не политическими переселенцами, скажем так, не были релокантами по причине начавшейся войны. Вот, таким образом, некоторые вещи обнадеживают. Хотя таких обнадеживающих вещей, как вы сами понимаете, не так много. Ну что ж, давайте посмотрим на новости по итогам дня вчерашнего, 23 апреля 2025 года, по данным телеграм-канала «Эхо Новости». Дональд Трамп обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в препятствовании мирному соглашению с Россией. Президент США заявил, что отказ Киева обсуждать статус Крыма вредит переговорам. Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французской газете «Le Point» назвал условия окончания войны. Это вывод подразделений ВСУ из 4 частично оккупированных регионов Украины. Число пострадавших в результате российского удара по Марганцу выросло до 54 человек, сообщили власти Днепропетровской области. 9 жителей погибли. В городе объявлен 3-дневный траур. Следственный комитет России утверждает, что в Курской области с момента наступления ВСУ погиб 191 мирный житель. В ведомстве отметили, что более 49 тысяч человек признаны потерпевшими по уголовным делам, связанным с боевыми действиями. Издание агентства и 7 на 7 ранее установили имена 70 погибших. Рособрнадзор запретил Шанинке набирать студентов на предстоящий учебный год. Чиновники утверждают, что Московская высшая школа социальных и экономических наук не устранила обнаруженные во время проверки нарушения.
Выпускники этого частного вуза по ряду программ получают также дипломы Манчестерского университета. В Стамбуле в результате землетрясения пострадали более 150 человек. По данным турецких властей, большинство из них получили травмы из-за того, что в панике выпрыгнули с высоты из окон. В МВД страны заявили, что жертв и разрушений зданий нет. Власти Москвы решили не сносить бывшее здание Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате, пишет РБК со ссылкой на источники. По их словам, Дом-книжку ждет капитальный ремонт. Ранее в прессе появились сведения о планах строительства на этом месте социокультурного кластера. Возможный облик проекта вызвал споры в социальных сетях. Представлять Россию на похоронах Папы Римского будет министр культуры Ольга Любимова, сообщили в Кремле. Чиновница с 2022 года находится под санкциями Евросоюза, и формально ей запрещен въезд в Италию, что потребуется для визита в Ватикан. Проститься с понтификом Франциском в субботу приедут главы ряда государств, в том числе США и Украины. Такие были новости к этому часу, или, если быть более точным, к завершению вчерашнего дня в стране и в мире. Любопытно, кстати говоря, и про похороны Франциска, куда человек, находящийся под санкциями, вроде как собирается приехать, каким интересным образом власти Италии собираются обходить собственные же принятые решения. Что касается здания Совета экономической взаимопомощи в Москве, мы об этом говорили в деталях в одной из программ «Здесь живут люди» с урбанистом Аркадием Гершманом, где я выступаю соведущим. И мы тоже, кстати, возмущались тому, что это здание вполне себе вписывается, скажем так, в привычный облик центральной части Москвы. И решение мэрии выглядит странным. И вот они вроде объявляют задний ход, что в этом смысле отрадно. Хотя, знаете ли, для человека, который раньше действительно очень любил и ценил Москву, а теперь относится к этим вещам, скажем так, неоднозначно, это может быть не столь важный момент. Любопытно происходит внутренняя, значит, трансформация и такая умственная борьба. А насколько стоит сопереживать таким вещам в связи с тем, что в последнее время происходит и как перестраивается мировоззрение. По поводу Шанинки, это замечательный вуз. В последние годы из его стен выходило большое количество отличных специалистов в разных областях. В общем, не удивительно, что его планомерно власти ликвидируют. Этот самый вуз, который получил очень широкое признание и любовь студентов, родителей и специалистов в разных областях деятельности. Ну и главное, что касается вновь сорвавшихся переговоров по Украине. Несмотря на то, что чуть ли не Путин был готов прекратить войну по существующей линии разграничения. Я напомню, что крайне скептически отношусь к любым позитивным сливам или утечкам информации из Кремля, пока он сам чего-то конкретного не сделает. Верить словам, тем более утечкам, как я уже сказал, не приходится. Его словам-то верить не приходится. Мы знаем прекрасно, как он врет на голубом глазу, причем не только в масштабах нескольких лет, как он врал о том, что не пойдет на третий срок, не будет повышать пенсионный возраст, не будет менять Конституцию под себя. Это, как говорится, всегда найдет в его устах и в устах сторонников всякого рода оправдания, связанные с исторической миссией, смыслами, такими глобальными геополитическими. Так ведь бывает хуже, бывает, что буквально по каким-то пустяковым, мелким вопросам ложь льется буквально здесь и сейчас, и завтра же опровергается им же самим. При этом, как мы знаем, все вот эти пресс-конференции и прямые линии не дают возможности нормальной дискуссии, когда после заданного вопроса и озвученной в ответ лжи собеседник не может задать уточняющие вопросы и поймать его на этой самой лжи. Что, кстати говоря, в том числе формирует
его такой вот непогрешимый образ открытого к общению со своими подданными правителя. Не то, что диалог невозможен полноценный, а вот то, что он выходит на эти диалоги и делает вид, что отвечает на острые вопросы, но ведь фактически на острые вопросы он не отвечает, уходит от ответов. А дальше продолжить дискуссию невозможно, хотя бывали на этих мероприятиях профессиональные, достойные раньше люди, способные вывести его на чистую воду. Но такого рода интервью он ни разу не давал. Ну что ж, значит, ведомости пишут, что вчера украинские дроны нанесли удар по производству беспилотников в Елабуге, в Татарстане. Хабиров постоянно публично хвастается производством беспилотников в Башкортостане. Даже называют производство. Когда прилет по Уфе, задается риторическим вопросом наш зритель. Ну что ж, я думаю, ответ вы знаете, прилеты уже были. А дальше, в общем-то, чего ждать? Ждать можно чего угодно. Вижу, что про Салават Юлаев разговариваете. Ну что ж, давайте тоже, прежде чем перейдем к другим новостям, к событиям Башкортостана, отметим что-то приятное в нашей жизни. Действительно, Салават Юлаев прошел с трудом, но прошел второй раунд серии плей-офф. Когда происходят такого рода победы, это особенно вдохновляет. То есть, отставая по ходу серии, отставая по ходу отдельных матчей, команда собиралась, проявляла характер и в итоге выиграла, в результате оказавшись в неком финале своей конференции. Хотя в этом году, я думаю, вы заметили, кто более-менее разбирается, серия плей-офф выстроена по иному принципу. Смешали команды с самого начала безотносительно к их конференциям. То есть «Спартак» уже был соперником из западной конференции КХЛ. И следующим, насколько я успел понять, будет соперник из западной конференции. Это Ярославский «Локомотив». Тот самый «Локомотив», с которым в далеком уже 2008 году Салават Юлаев играл в финале. Тогда еще не КХЛ, кстати говоря, а чемпионата России по хоккею. Это был последний розыгрыш чемпионата России. И тот кубок, завоеванный в 2008 году, навсегда остался в Уфе. И, кстати, радует болельщиков на специальном постаменте в коридорах Уфа-арены. Именно рядом с ним чаще всего люди фотографируются. И некоторые думают, что это кубок Гагарина, но нет. Это как раз предыдущий, более массивный кубок, из которого пили шампанское тот самый Козлов, который сейчас главный тренер, а тогда был игроком. Муртаза Рахимов, ярый болельщик Салавата Юлаева, в тот год еще президент, действующий президент республики, который не пропускал ни одной домашней встречи. И вызывал возмущение, кстати говоря, лично меня, когда ради его проезда по улице Ленина в сторону Уфа-арены на несколько минут перекрывали перекрестки. Крайне его байское поведение, конечно, вызывало в этом смысле не только оторопь, но и неприязнь лично мою. Но это другое. В общем, давайте посмотрим, как Уфа отметила, и не только Уфа, а в принципе Башкортостан, эту победу. Теперь уже серьезная заявка на выход в финал всего кубка и, может быть, даже возможность побороться за кубок впервые за 15 лет. Давайте посмотрим. Что ребята показали свои яйца и проявили свой характер, потому что они красавцы. Ну что ж, порадуемся за болельщиков. Грешным делом вчера промелькнула мысль, пора возобновлять хоккейную передачу у нас. Я напомню, просто у нас на канале есть даже две, по-моему, архивные хоккейные программы. Одна из них конфигурация шайбы, а другая, даже не скажу какая. Канал у нас, сами знаете, с большой историей, с 2017 года существует. И есть целый ряд плейлистов, существовавших
еще во времена, когда мы были эхом Москвы в Уфе. И вот в период там, с 18 по 21 примерно годы у нас выходили спортивные программы, и в том числе отдельно хоккейные. В те годы, когда, в общем-то, хоккейный клуб наш особыми успехами не блистал. И поддержка со стороны массового зрителя, скажем, не была на высокой ноте. Да, матчи смотрели люди, посещали, особенно ближе к плей-офф. Заполняемость Уфа-арены всегда была хорошей в этом смысле. Не в пример заполняемости московских, например, хоккейных арен. Но все-таки об ажиотаже, который мы помним по 2008 или 2011 году, говорить не приходилось. И вот после вчерашней победы вроде бы это настроение возвращается. Вот. Кто-то скажет, что какое тут настроение на фоне всего того, что все ужасно, война идет, и вообще чем хуже, тем лучше. Вроде бы и этот аргумент можно понять и услышать, согласен. Но, знаете ли, не могу вот так вот все-таки одной краской все мазать и так относиться цинично к вещам, которые в принципе неплохи. И есть люди достойные среди болельщиков того же Салавата Юлаева. Кстати, Лилия Чанушева, наша землячка, да, ныне вынужденно находящаяся в эмиграции, освобожденная после обмена, не скрывает о том, что она была и остается болельщицей Салавата Юлаева, о чем публикует соответствующие посты. И не говорит о том, что нужно поставить крест, в том числе на хоккейном клубе. Нет, это, наверное, неправильно, и это точно. Я с этим согласен в смысле. Вот. Любовь к Салавату – единственный оставшийся дозволенным формат локального патриотизма. Все другое российская карательная система уничтожила, пишут «Ведомость». Интересно, подметили вы. Да, тут нельзя не согласиться. И название клуба ведь имеет значение. В данном случае особое значение. Когда для центра все, что связано с памятью Салавата Юлаева, не очень-то приветствуется. Опять же, это мягко выражаясь. Ну ладно, двигаемся к другим новостям и смотрим, что у нас накопилось за вчерашний день. Не без курьезов, как говорится. Некоторые курьезы вызывают эмоции, некоторые не очень. В общем, сами решайте. С площади перед Уфимским кинотеатром «Родина» убрали новые фигуры, которые были установлены за 4 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». 6 пенопластовых декоративных фигур разместили в июле 2024 года. А теперь их перенесли в парк культуры и отдыха Кашкадан. Дело в том, что фигуры морского конька, Посейдона, дельфина, русалки, девушки и лебедя высотой 2,5 метра были установлены по контракту Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы. С индивидуальным предпринимателем тогда мэрия договорилась по фамилии и имени Никитин Иван. Стоимость контракта, как мы уже сказали, 4 миллиона рублей была. Но что-то пошло, видимо, не так. Не полный год буквально прошел, и эти фигуры решили демонтировать и перенести. Да, были споры, были критические замечания со стороны некоторых уфимцев, в том числе занимающихся архитектурной защитой. Но вот то ли прислушались, то ли просто-напросто фигуры не выдержали зиму башкортостанскую. Мэрия комментариев не дала. Ну а если говорить на уровень выше, в нашем Курултае, общереспубликанском госсобрании, то здесь очередная законодательная инициатива. На сей раз связана она со спортшколами. И предлагает наш парламент принять закон, соответствующий на уровне всей страны. Поэтому обращается в Государственную Думу. Далее цитата из комментария, судя по всему, Толкачева. Ну, по крайней мере, под его именем все эти комментарии пресс-служба распространяет. Сказал ли он это сам, написал ли он это сам, история умалчивает. Законопроект касается спортивных школ и разработан для того, чтобы конкретизировать их статус, чтобы родители, которые приводят детей в спортивную организацию, четко понимали, с кем имеют дело и на что могут рассчитывать.
Согласно законопроекту, спортивная школа – это образовательная организация, которая проводит занятия по дополнительным общеобразовательным программам в области физкультуры в соответствии с федеральным законом. По мнению Толкачева, дело не в вывеске, а в стандартах работы, в лицензионных требованиях, которые в первую очередь касаются тренерского состава. То есть частные клубы обычно не ставят амбициозных спортивных целей, принимают детей с любыми физическими данными и работают на коммерческой основе. Поэтому частные школы, которые принимают всех подряд, спортивными школами называть якобы нельзя. А называть таковыми можно только официальные школы, куда принимают по жесткому отбору, то есть самых достойных, да, самых физически крепких, самых таких, знаете ли, арийских арийцев. Сразу приходит мысль, да, о дискриминации людей по определенному признаку, в данном случае по признаку состояния здоровья. В общем, в стране победившего уже, сами знаете чего, логично ожидать именно такого рода дискриминационных законов. То есть человек с ограниченными возможностями здоровья теперь не сможет попасть в спортивную школу, сможет попасть в какой-то суррогат только, который, по мнению Толкачева и башкортостанских депутатов, может существовать, конечно, но претендовать на спортивные достижения не имеет права. Пожалуйста, вот так вот тихой сапой незаметно подкрадывается то, что было признано преступлением буквально против человечества. Если мы вспоминаем историю Третьего рейха в Германии и чем это все закончилось. Про спортшколы вспоминаются слова Лаврова, пишет Вадим, наш дорогой друг. Тут и Лаврова слова вспоминаются, те самые знаменитые, и много чего другого вспоминается. Много чего не вспоминается даже, хотя где-то крутится на уровне подсознания. Дальше. В ГАИ Уфы предложили принудительно спешивать самокатчиков на перекрестках. Как не весна, так сразу вот эта вот история с проблемами, связанными с пользователями средств индивидуальной мобильности. На днях была новость о том, что самокатчикам по всей территории города сократили скорость с 25 до 20 км в час. Если говорить про арендованные самокаты, то это делается легко, централизованно на уровне программного обеспечения. И вот теперь, значит, про дальнейшие ограничения. Замначальника управления МВД по Уфе майор полиции Марс Ахмедзянов на совещании в администрации предложил усилить работу по выявлению электросамокатчиков, которые нарушают ПДД. Для этих целей он рекомендовал операторам проката самоката увеличить размеры табличек с целью идентификации СИМов, отключать питание электросамокатов на крупных перекрестках для принудительного спешивания пользователя и организовать парковки для СИМ только в специально отведенных местах, а также сделать более яркой разметку для стоянки. Опять же, ответственность переложить у нас любят разные специалисты, и в ГИБДД то же самое, конечно же, хотят сделать. В этом месте, как всегда, хочется поделиться наблюдениями за тем, как это же организовано за границей. Вот здесь, например, в Германии, где средства индивидуальной мобильности используются круглый год. Хотя это к делу вообще не относится. Круглый год они используются или нет на самом деле. Так вот, автомобилисты, самокатчики, конечно же, пересекают перекрестки на соответствующие сигналы светофора. И все сделано так на уровне проектирования и обустройства дорожной сети, чтобы не было необходимости им спешиваться при пересечении перекрестков. То есть у них есть собственные фазы у светофоров. Отдельные светофоры даже встречаются на перекрестках. В общем, велосипедист на то и велосипедист, чтобы всю дорогу ехал на велосипеде. Да, только останавливаясь на красный свет, он должен, скажем так, спешиваться. Как спешиваться, да? Держать ногой упор, чтобы велосипед не упал. То же самое с самокатом. Но когда зеленый и когда ехать можно везде. Таким образом, есть смысл использовать самокат или велосипед. А то, что у нас в правилах прописано, и то, что у нас обусловлено тем, как устроены переходы, это, опять же, помеха тому,
чтобы эффективно использовать велосипеды или электросамокаты. Поэтому что я хочу сказать? По-хорошему, если бы реально хотели бы дорожную ситуацию улучшить, не вредя отдельным категориям граждан, они бы должны были бы выйти с инициативой и изменить схему движения. Не то чтобы взять, разобрать все перекрестки разом и перестроить их физически, нет. Посмотреть опыт, как можно на тех же имеющихся перекрестках правильно сделать разметку, правильно разграничить зоны для передвижения самокатчиков, велосипедистов и автомобилистов, и в соответствии с этим перестроить фазы светофоров. Можно даже обычные физические вот эти имеющиеся наши перекрестки сделать более разумными. Убрать вот эти секундомеры, убрать мигающий зеленый сигнал. Все вот эти вот якобы улучшения последних десятилетий, на самом деле, как показал опыт и анализ событий в мире, это все вредит безопасности дорожного движения и никак не улучшает, самое главное, пропускную способность, ради чего, в общем-то, это все и задумывалось. Я имею в виду мигающий зеленый перед исчезновением и обратный секундный отсчет. Вот. Так. Маленькую Алину Кабаеву не хотели принимать в спортшколу для гимнасток. Ее считали толстенькой. Папа употребил свои связи, и Алинку взяли. Хороший пример, прекрасный по поводу спортшколы, да. Ну, я теперь буду участвовать в какие-то голубых кровей, видимо, прошедшие, значит, отбор с этими измеренными объемами там, бицепсов, мышц и прочего. А те, кто не пройдут по этим нормативам идеального арийца, те, значит, пойдут не в спортшколу, а вот эти вот жалкие частные учреждения. Ну, я думаю, вы и без меня все прекрасно поняли. Ну что ж, по поводу самокатов разобрались. Ну, как разобрались? Констатировали. И дальше идем. Главу отдела, значит, Федерального унитарного предприятия «Охрана», то есть сотрудника Росгвардии, подозревают в получении взяток. 62-летний начальник команды отдела военизированной охраны Сибаевского филиала охраны Росгвардии стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируют получение взятки от подчиненных в крупном размере. Вот так вот. Уж не один ли это из участников подавления протестов в Баймаке, задаюсь я риторическим вопросом. Так или иначе любопытна канва. Значит, сотрудник Росгвардии, по данным коммерсанта, получил от 3 подчиненных взятки на сумму более 620 тысяч рублей. Подозреваемый с 19 по 24 годы оформлял своих подчиненных на вакантные должности в охране. Ну, то есть работников существующих назначал еще и на другие позиции, которые не были закрыты соискателями. А дефицит кадров, как известно, в правоохранительной системе был и есть. Угрожая дисциплинарным взысканием и увольнением, он требовал от сотрудников ежемесячно передавать ему полученную по совместительству зарплату, которую потратил на личные нужды. Ай, молодцы. Какие все вот они удивительные, конечно, люди. И удивительно в то же время, что за них взялись, вот за такого рода управленцев, с позволения сказать, которые таким нехитрым способом осваивают бюджетные деньги. На днях мы говорили про Дзюбу, руководителя целого ФСИН по Башкортостану. Вспомним, я не знаю, соратницу Радия Хабирова Елену Прочаковскую, которую за похожее, кстати говоря, преступление осудили. Но ей это не мешает находиться на свободе и уже теперь официально работать на государственном канале БСТ. Я думаю, что и этим товарищам тоже ничего серьезного не угрожает. Но то ли денег становится меньше, то ли усиливается внутривидовая борьба, но эти случаи действительно стали почему-то расследовать. Опять же, мы не можем свидетельствовать о том, что это стало повсеместным и массовым, что это действительно какая-то система. Разовые случаи, знаете ли, они ничего такого не доказывают. Но любопытно за этим понаблюдать. Вообще, так называемая борьба с коррупцией, даже на более высоком уровне, возьмем курского губернатора, возьмем там, его заместителя, да, который сейчас чуть ли не уже в тюрьме, подумаем над тем, что, например,
преступления, которые инкриминируются курскому губернатору, совершены тогда, когда он был заместителем губернатора, а губернатором был Роман Старовойт, который ныне занимает министерскую должность на федеральном уровне. А почему его не трогают? В общем, интересно. Опять же, некоторые вещи заставляют предполагать, что речь не о глобальной борьбе с коррупцией. Речь о том, что наказывают тех, кто берет не по чину, либо берет там, где, в общем-то, на святое нельзя покушаться. Ну вот, например, воровать при строительстве защитных сооружений в Курской области. Вроде бы в эти дни это делать, ну, совсем уж как-то некрасиво. В общем, и это сопряжено так или иначе с тем, что ела жаба гадюку, как говорится. Так. А мы дальше идем. И обратим внимание на замечательную публикацию, я думаю, что нам всем хорошего, известного коллеги, про еще одного фигуранта баймакского дела. А на сей раз подробности о биографии и деле Умудбая Давлетбердина. О нем, кстати говоря, информации все это время было чуть больше, чем в среднем по многим другим фигурантам баймакского беспредела. Тем более, что Умудбай Давлетбердин – один из самых пожилых фигурантов всего этого баймакского дела. Итак, 60-летний уроженец Хайбулинского района Умудбай Давлетбердин – один из фигурантов Баймака, которого судят в Тольятти. 17 января 1924 года он приехал к зданию Баймакского райсуда, чтобы поддержать Фаиля Алсынова. Значит, жил он в деревне Байгускарова Хайбулинского района и задержан был вечером 5 февраля 2024 года в доме его сестры в Зилаирском районе республики. Его сын рассказывал правозащитникам, что перед этим силовики искали его отца 2 дня, приезжая к его родственникам и знакомым, а также проводя обыски. С родственниками Давлетбердина связался его адвокат по назначению, после чего сын выслал ему документы, подтверждающие, что отец болеет туберкулезом. Несмотря на это, 6 февраля судья Октябрьского райсуда Уфы Андрей Лебедев отправил Давлетбердина в СИЗО на тот момент до 17 марта. Помним эту дату. Ну, в общем, всех баймакцев так или иначе отправляли в СИЗО, за редким исключением. Вспомним девушку, да, которую отправили под домашний арест. В результате, возьму пару цитат. «Мы всегда с детьми, родственниками, друзьями собирались вместе и думали, что устроим большой замечательный праздник», писали родственники мужчины по поводу юбилея. «Папа, мы желаем тебе крепкого здоровья, благополучия, чистоты и много терпения. Мы тебя очень любим, уважаем, очень благодарны за то, что подарили жизнь с таким воспитанием. Ждем скорее дома». Как следует из материалов по баймакскому делу и сообщений родственников, Давлетбердин родился в июле 1964 года в родной деревне Байгускарова. Всю жизнь прожил именно там. Работал он водителем, вместе с женой занимался личным подсобным хозяйством, разводил скот. Еще Умудбай был активным участником общественной жизни в его деревне, участвовал во всех экологических субботниках, помогал собственной техникой, сажал саженцы. Раньше его жизнь строилась на смене сезонов. Летом заготовка сена, корма, зимой заготовка и продажа мяса. Но в начале февраля 1924 года все изменилось. В одном из пабликов отмечали, что мужчина недавно перенес туберкулез, о котором мы упомянули. На свободе его ждут 4 детей и супруга, которые не справятся с ведением хозяйства без Умудбая. Значит, также он работал вахтовым методом на так называемых северах, в Лангепасе, в Мегионе, где-то еще. Ну вот, Мегион для меня, дорогие друзья, вообще родное место. Если кто не помнит, часть детства я провел именно там. И в школу пошел, и до 7 класса включительно учился в школе именно в городе Мегионе, в школе номер 7, что в поселке Высоком, который де юре относится к Мегиону, а де-факто
Это небольшое поселение рядом с городом, так скажем. Вот, и эти места для меня в некотором роде не чужие. Хотя с тех пор, как оттуда давным-давно, в 96-м году, мы переехали обратно в Башкортостан с родителями, бывать мне там удалось всего раз в течение суток в 2017 году. Очень интересные чувства тогда нахлынули, конечно. Ну, возвращаясь к материалу, значит, что тут надо сказать по делу самому? Согласно материалам дела, Давлетбердин, принимая участие в массовых беспорядках, подобрал с земли не менее 5 предметов, внешне похожих на комки обледеневшего снега, после чего умышленно, прицельно, с силой бросил их в сторону указанные предметы. Как что-то странная формулировка. Бросил их в сторону указанные предметы. Хотя один из которых попал в защитный шлем. Ой-ой-ой. Одетый на голову сотрудника 29-го отряда специального назначения управления Росгвардии под псевдонимом Байгос. Еще и что-то башкирское у него тут в псевдониме. Причинив потерпевшему физическую боль. Это цитата. Так и хочется пожалеть. И не ушибся ли ты, дорогой Байгос, спросить. В общем, этот самый Байгос тоже дал показания, находясь в цепочке сотрудников правоохранительных органов, оттесняя митингующих в сторону дороги среди граждан, бросающих в них куски снега и льда, бьющих по щитам и применявших физическую силу, заметил мужчину по внешности башкира с усами, возрастом 55-60 лет, в куртке темно-синего цвета с капюшоном, обрамленным мехом, шапке темного цвета с белой полосой. Указанного мужчину он впоследствии опознал на видеозаписи как Уматбая Давлетбердина, который поднимал с земли куски обледеневшего снега. То есть вот все, в чем его, соответственно, обвиняют. Впрочем, так и по многим другим. Таким образом, что тут скажешь? Все как всегда. Но на этом фоне родственники некоторых обвиняемых и обвиненных уже не теряют надежды, борются за возможную амнистию. Мы об этом с вами знаем. На нашем канале регулярно публикуются такого рода обращения, и мы об этом сообщаем в своих эфирах. Азат пишет соображение мамы. Хорошо, что уехал, а то бы в Баймак поехал. Ну, а как иначе? Возможно. Ну, я не знаю в качестве кого, но точно там был бы, наверное. Вот, кстати говоря, про Зауралье. Конечно же, говорим про Кыргызстан и ее возможную разработку. В всякого рода изданиях, которые не замечены в абсолютной объективности, по крайней мере мною, а замечены в том, что часто отрабатывают всякого рода заказы, появляются публикации вот такого рода. Правда, ПФО пишет: жители башкирского Зауралья возмущаются медными разработками и уезжают работать на Туминский ГОК. Ну, то есть возмущаются тому, что у них тут на месте может появиться горно-обогатительный комбинат, а сами при этом едут работать в Челябинскую область, чтобы зарабатывать деньги на аналогичном объекте. На днях состоялся большой пресс-тур журналистов и блогеров из Уфы, из Башкортостана, возможно, не только, в Челябинскую область. Об этом легко можно узнать по публикациям в многочисленных СМИ и по постам в блогах некоторых указанных товарищей. Видна комплементарность, с которой эти люди описывают увиденное. Выделяется то, как все красиво обустроено, какие высокие экологические стандарты используются на этом руднике и на производстве. Якобы там чуть ли не пыли нет, вода вся очищенная. Вода возвращается в природу и формируется на месте старого карьера озера, которого раньше не было. Инфраструктура вокруг для жителей выстраивается, детские сады, спортивные площадки, все чисто, аккуратно, нет никакого запустения. И самое главное, люди работают, чувствуют уверенность в завтрашнем дне, получают достойные и высокие даже зарплаты. Опять же, по местным меркам это точно зарплаты высокие. Тут без иронии это правда.
И вот они не обязательно делают вывод о том, что нам такой же нужен горно-обогатительный комбинат, но всячески намекают, что компания цивилизованная, русская медная компания, и делает все правильно. И поэтому воспрепятствовать тому, чтобы она что-то делала в республике, недальновидно. Нужно разрешить ей это делать, потому что все будет хорошо с экологической точки зрения. И одновременно экономика района сразу скакнет вверх. Типа, вы чего хотите? Вы же хотите развития Зауралья? Задаются риторическими вопросами эти блогеры. Вы же постоянно жалуетесь, что здесь плохо все с экономикой, что бедные мужчины вынуждены уезжать на север на вахту или там заключать контракт с Министерством обороны. Так вот, если вы хотите все-таки ситуацию переломить, экономику надо развивать, говорят они. И таким образом все-таки не упираться лбом, да, совершенно неразумным образом, а посмотреть, соответственно, на перспективу, оценить возможные изменения позитивные и принять правильное решение. Примерно так выглядит все происходящее в последние дни. В качестве иллюстрации давайте посмотрим, значит, что об этом пишет конкретно «Правда ПФО». Следует отметить, что никакие респираторы и прочие средства индивидуальной защиты участникам пресс-тура не понадобились ни на территории Таминского ГОКа, ни на одноименном карьере, который уже сейчас разработан до глубины 170 метров, а в перспективе будет работать до глубины 580 метров. Содержание руды на Таминском месторождении не превышает 1%. По прогнозам, на Салаватском будет не больше. Поэтому для обогащения руды применяются технологии, не оставляющие пылевой взвеси в окружающем воздухе. Значит, после дробления вся порода попадает на обогатительную фабрику, и ее ждет дальнейшее измельчение в мельницах. О технологии производства рассказал такой-то. Мне понравились условия, и сам проект очень понравился. На этом проекте наилучшие технологии. Если по всей России применялись мельницы с механическим приводом, то здесь кольцевой привод, который более надежен. Также мне понравились подходы к экологии и автоматизации фабрики, сказал вот этот вот эксперт на изданию «Правда ПФО». Фотографии тут приводятся. Многие коллеги мне очень хорошо знакомые, улыбаются, довольны и счастливы. Знаете, я предполагаю, что если бы я продолжал работать в Уфе, я бы тоже, наверное, был в числе этих журналистов, которые поехали в этот пресс-тур. Как минимум, был бы приглашен. И, наверное, поехал бы, потому что от таких вещей отказываться не принято. Интересно, как бы я рассуждал на этот счет, находясь внутри. Наверное, тоже был бы приятно удивлен тем вещам, которые нам бы показали. Судя по всему, действительно, они показывают правду. Им есть что показать, в отличие от содовой компании в 2020 году. И они, посмотрите, людей приглашают, чтобы их впечатлить, чтобы как минимум лидеры общественного мнения, журналисты, блогеры не поддерживали бы простых людей в их протесте. Ведь что случилось на Куштау? Местных жителей, простых активистов, жителей деревень поддержали самые широкие слои. Журналистское сообщество, блогеры, некоторые представители культуры, ученые, очень разные люди тогда скооперировались в защите. Эти ошибки власть и бизнес, с позволения сказать, на сегодняшний день учли. И вот они совершают вот эти вот ходы конем, я бы даже сказал, для того, чтобы протест не смог аккумулировать все свои силы в один кулак и как-то выстрелить в случае с хребтом Крактатау. Это не может не расстраивать, тем более, что у меня на сегодняшний день позиция очень простая, если уж на то пошло. С учетом того, что сейчас мы живем совершенно в другое время, 2020 и нынешний год – это разная история. Я, разумеется, против. Даже если бы мы говорили, что это, я не знаю, совершенно никаких следов не оставит на поверхности Земли, вся эта разработка, при этом принесет золотые горы, я бы все равно был бы против, потому что считаю, что в нынешних условиях делать что-то полезное для укрепления экономики Кремля вредно. Да, в будущем Башкортостане, который будет обладать благодаря самостоятельности возможностью богатеть благодаря такого рода
достоянием, это будет разумно и возможно. Сейчас это вредно, не своевременно и, в общем, не имеет никакого реального долгоиграющего смысла. Даже если какие-то жители местные будут зарабатывать хорошие зарплаты, работая на этом предприятии, предполагать, что основная прибыль будет собираться в республике, мы никак не можем. Деньги будут уходить в карманы известных товарищей, фамилии которых мы буквально ежедневно с вами здесь называем. Игорь Сечин, его зять Тимирбулат Каримов, все вот эти вот приближенные к Путину олигархи, лично Путин, вся кремлевская верхушка. Вот кто будет бенефициаром доходов производства медной руды в Башкортостане, если это все-таки случится. Ну и, конечно же, бюджет, производство оружия, ракет, всего того, что приносит неисчислимое горе и зло даже самой стране. Я уже не говорю о том, сколько горя и зла все это дело приносит соседнему независимому государству. В общем, примерно так. Что вы думаете, кстати, вот по этому поводу? Ведь противоречивая немножко ситуация, с одной стороны, не такая однозначная. Наверняка именно так рассуждают сейчас участники этого пресс-тура, которые там побывали. Если верить их публикациям, именно так они и рассуждают. Тут фотографии, бассейны, велосипеды какие-то, все красиво, аккуратно, но буквально чувствуешь себя где-то в европейской стране. Действительно, в этом смысле ведут себя более цивилизованно данные промышленники, в отличие от нашей башкирской содовой компании. Это так. Является ли это аргументом и оправданием в пользу того, что они могут сделать в республике? В общем, это вопрос, мне кажется, не такой праздный, как кажется на первый взгляд. Люди не хотят, нельзя делать, пишет Азат. А если люди передумают, вот в результате такого рода просветительской деятельности наших журналистов, им покажут, как это на самом деле выглядит сейчас в Челябинской области, они скажут, ну окей, ради такого роста нашего благосостояния и улучшения инфраструктуры мы потерпим кое-какие издержки. Да, будет чуть-чуть хуже, чем сейчас. Да, кое-какая часть ландшафта пострадает, появится новый карьер. Но это то, с чем можно потерпеть, скажут люди. Вдруг. И протест, знаете ли, маргинализируется, да, то есть сохранится в таком зачаточном виде. С учетом того страха, который вселен в людей после Баймака, уже сейчас сложно предположить, что протест может быть серьезным и массовым. Уже сейчас сложно предположить. А если еще и люди купятся вот на эти вот обещания? Всякое можно предположить. Понятно, что настрой мой совершенно иной, внутренний, да, как бы пожелания и так далее. Но хотеть, как говорится, не вредно. Сейчас доверия нет к властям. Людям могут все сказать, никто не поверит, пишет Азат. Ну да, в Зауралье наверняка доверие так себе к людям, к власти. Это уже верно. И это обнадеживающий фактор. В общем, есть факторы как обнадеживающие, так и крайне печальные. Все в этой истории замешано. Так, к другим темам, буквально оставшимся, давайте обратимся. Как Башкирия помогает участникам СВО вернуться к обычной жизни, пишет Башинформ, ни дня не пропуская, чтобы не сказать о том, что СВО – это замечательно и хорошо. В республике сейчас полный комплекс реализуется социальной помощи и медицинского внимания, в которых нуждаются участники СВО и члены их семей. Гордится, значит, Башинформ. При этом не указывая, а почему некоторые участники так называемой СВО все-таки возвращаются домой. Напомню я свой риторический вопрос, который не раз озвучивал. Ой. В общем, достаточно. Тут вот все вот эти вот лица, приевшиеся, всякого рода депутаты, с позволения сказать, вроде Риммы Утяшевой, рассказывают в Башинформе о том, как все замечательно, как все круто, и как не нужно ни о чем беспокоиться. Как говорится, ну, не беспокойтесь сами. А мы уж будем беспокоиться так, как считаем нужным. Значит, представитель ГИБДД республики на собрании
в Курултае. Видимо, он там же, кстати говоря, про самокаты говорил. Да, 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 да. А нет, это другой товарищ. Хотя неважно, какой из этих товарищей. Также озвучил, значит, причины ДТП. То есть на серьезную тему позарился. Почему ДТП происходит в республике? И опять же с больной головы на здоровую все переложил. Давайте послушаем. У нас термопластик должен отслужить год, который нанесен. При этом через 3-4 месяца его уже нет на дороге. Если разметка сделана краской, она должна выполнять свои функции полгода. У нас через месяц-полтора ее уже нет, она смыта. То есть вопрос либо в качестве нанесения, либо в качестве выбираемых материалов. Ну вот так вот. Совместно работать нет, не пробовали. Как-то совместно координировать действия, планировать, конечно же, нет. Когда выходим на публику, отвечаем на вопросы, тут же находим причины того, почему ситуация плачевная. Выйдет потом мэр какой-нибудь Мавлиев, скажет, да, разметка у нас действительно оставляет желать лучшего. Все почему? Потому что, значит, нерадивые подрядчики. Ну, почему они этих подрядчиков из года в год выбирают, остается лишь догадываться. Вот. И почему эти подрядчики приступают к работе по нанесению разметки зачастую только к августу месяцу, когда уже пора наносить повторно разметку, как говорится, готовясь к зиме. Работать как не умели, так и не умеют. Ну и, в общем-то, пусть не учатся даже. Чем хуже, тем лучше. Вспоминаем старый ленинский принцип. Ну и вот занавес, тут новость, не новость даже, что-то такое курьезное. Праздничный трамвай, дорогие друзья, проедет по Уфе. Вот по этим путям, по которым обычные-то трамваи ехать толком не могут. Проедет трамвай праздничный. Актеры театра юного зрителя исполнят в трамвае отрывки из премьерного спектакля «Василий Теркин», сообщила городская администрация. 29 апреля в трамвае по маршруту номер 5, который отправится от остановки улицы Пушкина в 16:10 и поедет в сторону Госцирка. Проект приурочен к 80-летию юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Как бедные актеры будут ехать в трамвае, который, в общем, вот так вот танцует, даже на минимальной скорости. Остается только догадываться. Не сойдет ли с рельсов по пути трамвай где-нибудь на улице Аксакова, как он это любит делать регулярно? Посмотрим, как говорится. Зачем, кто эти идеи придумывает? Зачем издеваться над актерами? Какая связь между выступлением актеров в трамвае и 80-летием Победы? Ну, то есть в попытках что-то там кому-то впарить, объяснить, даже не объяснить, а выслужиться перед начальством, придумывают такой бред, который вызывает и смех, и слезы одновременно. Ничего другого тут не скажешь. Вижу тут ваши разговоры в чате по поводу того, насколько хребет Крактатау свят и почитаем башкирской культуре. Все понятно, все это из обнадеживающего, конечно, вы озвучиваете. Но в условиях тоталитарной власти и мощного давления, страха, всеобъемлющего страха, не знаю. Но если башкиры в этом смысле смогут собраться и показать свой характер, ну, я не знаю. Знаете, тогда всем достойным людям, даже не имеющим никакого отношения к башкирскому этносу, надо будет записаться в башкиров. Башкир. Таким образом увеличив численность народа, который имеет характер, который имеет способности показывать зубы, кулаки и отстаивать собственное достоинство. Это уже есть, этого уже не отнять. Это доказано и на примере баймакских событий, безусловно. И ничего больше даже доказывать не нужно, чтобы это понимать. Но если случится еще что-то, это, конечно, будет очень сильно. Россия авторитарная или уже тоталитарная? Безусловно, тоталитарная. Для меня нет никаких сомнений. Масштабы тоталитаризма, возможно, чуть меньше, чем были пока меньше, чем в 30-е годы при Сталине. Но этот процесс, знаете ли, он же, как говорит Екатерина Михайловна Шульман, неконтейнируемый.
Да? Зло неконтейнируемое. То есть если зло, значит, выпускается наружу в ограниченном виде, это не значит, что оно в таком же ограниченном виде будет существовать. Оно будет жить своей жизнью и разрастаться во все свободные ниши, везде, куда дотянется. Также и тоталитарный режим. То есть если механизмы созданы, если они могут функционировать, то ничто им не будет мешать функционировать дальше. Условно говоря, большевики в сталинские годы, они же не планировали друг друга пожирать, начиная все эти процессы. Они планировали бороться с врагами народа часто, с конкурентами, с оппонентами. В конце концов, вышли, как говорится, на самих себя, многие из них. И это остановить было невозможно. Пошли вот эти горы писем товарищу Сталину, вышла чудовищная ошибка и так далее, и так далее. Там, моя жена ни при чем, мой брат ни при чем, я ни при чем, пожалуйста, пощадите. Сколько таких случаев было. Но это уже не работало, потому что система, она уже завертелась, она уже независима. Маховик раскручен, уж извините за банальность. Здесь то же самое. В общем, люди, которые там задействованы, когда им станет не с кем бороться, они начнут бороться дальше. Что, в общем-то, и делают. Поэтому некоторые дела, о которых мы сейчас говорим, уголовные, так называемые, антикоррупционные дела, зачастую могут иметь происхождение совершенно банальное. Просто ищут козлов отпущения, крайних стрелочников, если хотите, потому что нужно оправдывать собственное существование. Как-то так. Ну что ж, закругляемся, дорогие друзья. Сегодня прям плотненько с вами мы поработали, много чего обсудили. Интересные мысли даже порой, по-моему, возникли. Все это благодаря вам. Вы всякий раз подкидываете дополнительных штрихов, да, к тем историям, которые мы упоминаем. И я не всегда могу вспомнить все детали, не всегда все это вовремя, скажем так, всплывает в подсознание. А вот вы помогаете, за что вам отдельное большое спасибо. Будьте здоровы, хорошего сегодняшнего дня и до встречи завтра, где мы подведем итоги уходящей недели. Ну и завтра же, я надеюсь, у нас состоится обещанное интервью. Но это уже не от меня зависит, поэтому следите за анонсами. Будьте здоровы и всем пока.